Нет, ты пока иди. Да? Горничная и кухарка пошли по ягоды. Всякое дыхание радуется. Ой, ой, даже кошка и та свое удовольствие понимает. Даже ловит. А вы сидите целый день в комнате, словно в монастыре, и никакого удовольствия. Да право, почитай, уж год прошел, как вы из дому не выходите. И не выйду никогда. Зачем? Жизнь моя уже кончена. Он лежит в могиле, и я погребла себя в 4 стенах. Мы оба умерли. Барыня, барыня, погребали и будет, надо и честь знать. Не весь век же плакать и траур носить. У меня тоже в свое время старуха померла. Погоревал, поплакал с месяц, и будет с нее. А ежели цельный век Лазаря петь, то и старуха того не стоит. Николя, Николя, Николя. Лука! Лука! Барыня, матушка, молодая, красивая, кровь с молоком, только бы жить в свое удовольствие. Пройдет годов 10, сами захотите бабой пройтись. Поздно будет. Я прошу тебя, никогда не говори мне об этом. Но ты ведь знаешь, с тех пор, как умер Николай Михайлович, жизнь потеряла для меня всякую цену. Вот тебе кажется, что я жива, но это только кажется. Батюшки, спасибо. Я дала себе клятву до самой могилы не снимать этого траура и не видеть света. Пусть тень его видит, как я люблю его. Там, по ту сторону гроба, он увидит меня такой же, какой я была до его смерти. Зачем эти самые слова? Пошли бы лучше по саду погуляли, а то велели запрячь Тоби или великана и к соседям в гости. Лука! Ну, Лука! Лука, ну ты ведь знаешь, с тех пор, как умер Николай Михайлович, жизнь потеряла для меня всякую цену. Потеряла. Тоби. Ты ведь помнишь, как он любил Тоби? Он всегда ездил на нем Корчагиным и Власовым. Как он чудно правил! Сколько грации было в его фигуре, когда он
был возчик. Тоби, Тоби, прикажи дать ему сегодня лишнее смужку овса. Слушай, парень. Кто это? Скажи, что я никого не принимаю. Скажи, что со дня смерти мужа я никого не принимаю. Ты увидишь, Николя, как я умею любить и прощать. Любовь моя угаснет вместе со мной, когда перестанет биться мое бедное сердце. Слышишь? Бутуз изменял мне, делал сцены, по целым неделям оставлял меня. Барыня, Что? там кто-то спрашивает вас, хочет видеть. Но ведь ты сказал, что я со дня смерти мужа никого не принимаю. Я ему говорил, но он и слушать не хочет. Говорит, очень нужное дело. Но я не принимаю. Я ему говорил, но если какой-то ругается и прямо в комнаты бьет. Столовой стоит. Ну хорошо, проси. Как тяжелы эти люди. Да что им нужно от меня? Ну к чему им нарушать мой покой? Нет, видно уж, и вправду придется уйти в монастырь. Да, в монастырь. В монастырь. Да. Любишь много разговаривать, осел. Меня больные и не принимай. Сударыня! Что вам угодно? Сударыня, честь имела представиться. Отставной поручик артиллерии, землевладелец Григорий Степанович Смирнов, вынужден беспокоить вас по весьма важному делу. Что вам угодно? Ваш покойный супруг, с которым я имел честь быть знаком, остался мне должен по 2 векселям 1200 рублей. Так как завтра мне предстоит платеж в земельный банк, то я просил бы вас, сударыня, уплатить мне долг сегодня же. 1200? Ага. А за что мой муж остался вам должен? Он покупал у меня овес. Лука, Да, барыня. прикажи, чтобы Тоби дали лишнюю смужку овса. Пардон. Но если Николай Михайлович остался вам должен, то, само собой, разумеется, я заплачу. Но извините, пожалуйста, сегодня я не могу заплатить. Но мы... Послезавтра из города вернется мой приказчик, и я прикажу ему уплатить вам что следует. но- Ну а сегодня я не могу исполнить вашего желания. Да и к тому же, сегодня исполнилось ровно 7 месяцев, как умер мой муж. И у меня теперь такое настроение, что я совершенно не расположена заниматься денежными делами. Сударыня, а у меня теперь такое настроение, что если я завтра не заплачу процентов, то должен буду вылететь в трубу вверх ногами. У меня пишут имение. Хорошо. Послезавтра вы получите ваши деньги. Не, сударыня, мне нужны деньги не послезавтра, а сегодня же. Ах, сегодня? Да. Ну а сегодня я не могу заплатить вам. А я не могу ждать до послезавтра. Ну так что же мне делать, если у меня сейчас нет? Как странно. Так вы не можете заплатить. Не могу? Это ваше последнее слово? Да, последний. Последнее, положительно. Положительно. Сударыня! Покорнейше благодарю. Так и запишем.
А еще говорят, чтобы я был хладнокровен. Встречается мне сегодня по дороге акцизный и спрашивает, а чего вы сердитесь, Григорий Степанович? Да помилуйте, как же мне не сердиться? Нужны мне до зарезу деньги. Вчера выехал чуть свет, объездил всех своих должников, и хоть один из них бы заплатил свой долг. Измучился как собака, ночевал черт знает где, наконец приезжаю сюда, а меня тут угощают настроение. Как же мне не сердиться, а? Я, кажется, ясно сказала. Приказчик вернется из города, тогда и получите. Я приехал не к приказчику, а к вам, на той леший, извините за выражение, сдался мне ваш приказчик. Простите, милостивый государь, но я не привыкла к этим странным выражениям и к такому тону. Я вас больше не слушаю. Сударыня! Скажите, пожалуйста, настроение. 7 месяцев назад муж умер. А мне-то нужно платить проценты или нет? Я вас спрашиваю, мне нужно платить проценты или нет? Ну, у вас муж умер. Настроение там и всякие фокусы. Ваш приказчик куда-то уехал. Черт его возьми. А мне что делать, а? Улететь от своих кредиторов на воздушном шаре, что ли, а? Что мне делать? Барыня больные, не принимай. Что? А? Разбежаться и трахнуться об стену башкой? Приезжаю в Груздеву, дома нет. Ярошевич спрятался. С Корицыным поругался насмерть и чуть было его в окно не вышвырнул. У Мазутова холерина, а у этой настроение. Ни одна каналья не платит. А все от того, что их слишком избаловал, что тряпка, нюня, баба. Но ничего, ничего. Ничего! Вы мне попляшете! Вы мне... О! Останусь и буду здесь сидеть, пока не получу свои деньги. О, как я зол, как я зол! Даже все поджилки трясут до такой степени я зол. Даже дурно делается, дурно! О, человек! Дай мне квасу или воды. Нет, какова логика? Нужны мне до зарезу деньги. Она, видите ли, не расположена заниматься денежными делами. Ха, настоящая женская турнюрная логика. Вот поэтому я не люблю и не любил разговаривать с женщинами. Мне хватит того, чтобы издали убить какой-нибудь поэтическое создание, как у меня в икрах судороги начнется. Просто хоть караул кричи. Барыня больные и не принимают. Больные не принимают. Пошел. Не нужно? Не принимай. Неделю? Неделю? Неделю будешь вольня? Я неделю просижу. Год будешь вольня, я год просижу. Ага. Я свое возьму, матушка. Меня не троишь трауром, да ямочками на щеках. Знаем мы эти ямочки. Семен! Мы сегодня здесь остаемся! Опять у тебя левая престижная вожжу запуталась! Ничего! Ух, я тебе задам ничего! Скверно! Жара невыносимая! Денег никто не платит. Еще этот траурный шлейф с настроением. Еще траурный шлейф. Голова болит. Водки выпить, что ли, а? Пожалуй, выпью. Человек? Барыня больные. Дай мне рюмку водки. Нечего сказать, хороша фигура. Весь в пыли, сапоги грязные, не умыт. Ничего, баренька, чего доброго меня за разбойника приняла. Ну ничего, я тут не гость. А кредитором костюм не писан. О! Много вы
позволяйте, сударь. Чего? С кем ты разговариваешь, а? Молчать. Хоп! О! О, как я зол, как я зол. Даже вот весь мир бы стер в порошок. О! Милостивый государь, в своем уединении я давно уже отвыкла от человеческого голоса и не выношу крика. Прошу вас убедительно, не нарушайте моего покоя. Заплатите мне деньги, и я уеду. Я сказала вам русским языком, что денег у меня теперь свободных нет. Погодите до послезавтра. Я тоже имел честь сказать вам русским языком. Деньги нужны мне не послезавтра, а сегодня же. Если я их сегодня не получу, то завтра должен буду повеситься. Ну так, что же мне делать, если у меня сейчас нет? Как странно. Как вы не можете заплатить? Не могу. В таком случае я остаюсь здесь и буду здесь сидеть, пока не получу свои деньги. Послезавтра заплатите? Отлично. Вот здесь и буду сидеть до послезавтра. Вот тут и буду сидеть. Фу, не кричите, пожалуйста, здесь не конюшня. Я вас не о конюшне спрашиваю, а о том, нужно мне платить проценты или нет. Вы не умеете держать себя в женском обществе. Нет, я умею держать себя в женском обществе. Вы невоспитанный и грубый человек. Порядочные люди так не говорят с женщинами. Ха! Ха-ха-ха-ха! Удивительное дело. Как же прикажете с вами говорить? По-французски, что ли? Ах, мадам Жувапре, как я счастлив, что такие дела у нас. И такая прелестная сегодня погода. И этот траур так к лицу вам. Неумно и грубо. О, неумно и грубо. Да, я не умею держать себя в женском обществе. Сударыня, на своем веку я видел женщин гораздо больше, чем вы, Воробьев. 3 раза стрелялся на дуэли из-за женщин. 12 женщин я бросил. 9 бросили меня. А теперь слуга покорный. Очи черные, очи страстные, ра-ра-ра-ра-ра, ра-ра-ра. Теперь за это имеет 2 гроша не там. Посмотришь на иное поэтическое создание. Кисия, эфир, полубогиня, миллион восторгов. А заглянешь в душу, обыкновеннейший крокодил. Что? Скажите мне по совести, видели вы когда-нибудь на своем веку женщину, которая была бы верна, искренна и постоянна? Нет, не видели, потому что верны и постоянные одни старухи да уроды. Скорее можно встретить рогатую кошку, чем постоянную женщину. Позвольте. Да кто ж, по-вашему, уверен и постоянен в любви? Не мужчина ли? Да, мужчины. Мужчины верны и постоянны. Скажите, какая новость? Это не новость. Да коли на то пошло, так я скажу вам. Самым лучшим из всех мужчин, которых я только знала и знаю, был мой покойный муж. Я любила его страстно, всем своим существом, как может любить только молодая мыслящая женщина. Я дала ему свою молодость, свою жизнь. Я дышала им, молилась на него, как язычница. И что же, этот самый лучший из всех мужчин самым бессовестным образом обманывал меня на каждом шагу. После его смерти я нашла целый ящик любовных писем. И несмотря на все это, я любила его и была ему верна. Мало того, он умер, а я по-прежнему верна и постоянно. Я навеки погребла себя в 4 стенах и никогда не сниму этого черного траура.
ой. Траур. За кого вы меня принимаете, а? Точно я не знаю, для чего вы носите там черное домино и погребли себя в 4 стенах. Еще бы это так таинственно, поэтично. Пройдет мимо усадьбы какой-нибудь юнкер или коц-поэт, взглянет на окна и подумает, здесь живет таинственная Тамара, которая из любви к мужу погребла себя в 4 стенах. Что? А знаем мы эти фокусы? Что вы сказали? Вот вы погребли себя в 4 стенах, однако не забыли напудриться. Смейте! Не кричите на меня, пожалуйста. Я вам не приказчик. И позвольте назвать вещи своими настоящими именами. Я не женщина и привык высказывать свое мнение прямо. Так не извольте же кричать. Извольте убираться вон. Заплатите мне деньги, и я уеду. Не дам я вам денег. Нет, дадите. Вот назло же вам ни копейки не получите. Можете оставить меня в покое. Я не имею удовольствия быть ни вашим женихом, ни вашим супругом, так что не делайте мне сцен. Я этого не люблю. Вы сели? Да. Извольте убираться вон. Нет. Так вы не уйдете? Нет. 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 Хорошо. Лука! О, Лука! Лука! Выведите этого господина вон! я из тебя салат сделаю. Лука! Извольте убираться вон! Не угодно ли вам быть повежливее? Да вы! Грубый медведь! Ага. Бурбан! Ага. Монстр! Ого. Что? Что вы сказали? Я сказала, что вы грубый медведь, бурбан, монстр. Позвольте, какое же вы имеете право оскорблять меня? Да, оскорбляю. Или вы думаете, я боюсь вас? А вы думаете, что если вы поэтическое создание, то имеете право оскорблять меня безнаказанно, да? К барьеру! Да если у вас здоровые кулаки и бычье горло, то думаете, я боюсь вас? Бурбан вы эдакий. Я не позволю оскорблять себя безнаказанно и не посмотрю на то, что вы женщина, слабое создание, к барьеру! Медведь, медведь, медведь! О, пора наконец отрешить от предрассудков! Что только одни мужчины обязаны платить за оскорбление. Равноправность, так равноправность, черт побери! К барьеру! Стреляться хотите? Сию минуту! Сию минуту! Сию минуту! Извольте. Куда? Да после мужа остались пистолеты. Я сейчас принесу их сюда. С каким наслаждением я влеплю пулю! Ваш медный лоб! Черт вас возьми! Подстрелю ее как цыпленка. Но какова женщина? Влеплю пулю в ваш медный лоб. Какова раскраснелась, глаза блестят, вызов приняла. Честное слово, впервые в жизни такую вижу. Батюшка, один, уйди. Старик, старик, старик. Она мне положительно нравится. Положительно. Хотя ямочки на щеках, а нравится. Готов даже ей долг простить. Вот эта женщина. Вот это я понимаю. Не кислятина, не размазня. Огонь, порох, ракета. Даже убивать жалко. Удивительная женщина, а? Фу. Вот они пистолеты. Но прежде чем мы будем драться, вы извольте показать мне, как нужно стрелять. Я ни разу в жизни не держала в руках револьвера. Батюшки,
Видите ли, существует несколько сортов пистолетов. Есть дуэльные пистолеты, система Мортимера, а это у вас системы Смит и Вессон с экстрактором центрального боя. Прекрасные пистолеты. Цена таки минимум 90 рублей за пару. Держать, держать. Держать пистолет нужно вот так. Затем вы поднимаете курок, уже все нормально. Затем прицеливаетесь, голову немножко назад, еще, достаточно. Затем вы потом надавливаете вот эту штучку и больше ничего. Главное правило — стараться, чтобы не дрогнула рука. Хорошо. На террасе стреляться неудобно. Пойдемте в сад. Пойдемте. Только я вас предупреждаю, что я выстрелю в воздух. Почему? Да! Почему? Потому что это мое дело. Почему? Вы струсили. Нет, сударь, вы не виляйте. Извольте идти за мной. Я не успокоюсь, пока не пробью вашего лба. Вот этого лба, который я так ненавижу. Струсили? Да. Струсил. Вы лжете. Почему вы не хотите драться? Потому что вы мне нравитесь. Он смеет говорить мне, что я ему нравлюсь. Да можете... Послушайте, вы все еще сердитесь? Я тоже чертовски взбешен. Но, понимаете ли, такого рода история, собственно говоря, ну как это просто сказать простым... Ну да разве я виноват, что вы мне нравитесь? Я почти влюблен. Отойдите! Я вас ненавижу! Боже, какая женщина! Отойдите! Я буду стрелять! Стреляйте! Вы не представляете, какое счастье умереть под взглядом этих чудных глаз. Умереть от револьвера, которая держит эта маленькая ручка. Боже мой, сошел с ума! Думайте решать сейчас. Потому что если сейчас я отсюда выйду, то уж мы больше никогда не выйдемся. Я дворянин, порядочный человек. Имею 10 тысяч годового дохода. Попадаю пулей в подброшенную монету. Имею отличных лошадей. Хотите быть моей женой? Стреляться! К барьеру! Боже, какая женщина. Я люблю вас. Люблю, как никогда никого не любил. 12 женщин я бросил. 9 бросили меня, но ни одну из них я не любил так, как люблю вас. Боже мой, разлимонился, расселепился, стою на коленях, как дурак. 5 лет не влюблялся, дал себе зарок и тут втюрился, как оглобля, в чужой кузов. Руку предлагаю. Да или нет? Не хотите? Не нужно. Постойте! Уходите! Ну постойте же! Ну постойте! Прощайте. Да постойте же! Где избавиться от этой мерзости? Да! Уходите! Уходите же скорее! Уходите! Уходите же скорее! Да! Уходите! Едем. Завтра проценты платить? Синокос?
начался. Я вас ненавижу.